Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня четверг, и с вами снова Международный деловой совет, где в информационно-аналитическом центре Хабар мы продолжаем вещать на актуальные темы экономики, бизнеса и предпринимательства. Тема сегодняшнего обсуждения – проект цифрового шелкового пути, состояние и перспективы. То есть вы знаете, что на сегодняшний день вопрос высоких технологий, инноваций, он достаточно широко обсуждается не только у нас в обществе, но и во всем мире. Вы знаете, что в мире внедряются новые системы управления экономикой, которые основаны на инновациях, основаны на каких-то новых знаниях, и так далее. И вот в последнее время в Кыргызской республике тоже активно набирает обороты развития IT-сектора. И уже на сегодня такая ситуация, когда наравне с традиционными секторами экономики, такими как сельское хозяйство, промышленность, горнорудная отрасль, IT-сектор уже занял свою нишу, свое достойное место. Буквально в недавнем прошлом, на днях, президент Кыргызской республики Алмазбек Шаршенович Атамбаев на международной конференции «Один пояс, один путь», который прошел в Китае, заявил о том, что Кыргызстан готов реализовывать такие крупные проекты в сфере высоких технологий и так далее, и что мы готовы содействовать данному процессу. Поэтому сегодня мы пригласили в нашу студию президента Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения услуг Азиза Абакирова. Очень приятно, спасибо за приглашение. Азиз, мы вас прекрасно знаем, как человек, который уже многие годы в горниле, так сказать, IT-сектора провел, поэтому я думаю, сегодня у нас должна получиться такая достаточно конструктивная, интересная беседа. Давайте не будем отходить, как говорится, далеко от темы, и начнем с первого вопроса. Вообще строительство шелкового пути, о котором так много говорится, и борьба с коррупцией, в частности, эти два компонента неразрывно связаны в рамках того проекта Тазаком, который сегодня в Кыргызской республике очень так широко обсуждается, То есть он ставит перед собой достаточно амбициозные цели, то есть улучшить качество услуг государственных, повысить безопасность граждан. К 2040 году, по-моему, там идет полный переход, такие амбициозные планы на цифровую экономику. Мы должны стремиться к развитости государства и так далее. Насколько эти два компонента по шелковому пути, по информационно-шелковому пути и проект Тазаком, как они согласуются друг с другом и какая роль именно IT-сектора в этом процессе? Знаете, я представляя Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения услуг, нисколько не сомневаюсь в том, что Тазаком будет реализован. Для этого необходимы, так скажем, мозги, интеллект и воля, желание. Воля есть, в принципе, и трудовые ресурсы, я их называю трудовой капитал, наши программисты, в принципе, это могут реализовать. Поэтому за компонент Тазакома наша ассоциация поддерживает это намерение. Я не сомневаюсь, что он будет исполнен. И мы хотели бы, чтобы именно и наши разработчики были задействованы в этом направлении, и мы в этом поддерживаем. По поводу виртуальной, мы называем эту идею виртуальный шелковый путь. Та идея, мы ее тоже декларируем. Парк высоких технологий. Инициатором выступила наша ассоциация. Уже в течение 10 лет мы продвигали парк высоких технологий. В 2011 году президент Отунбаева подписала наш закон, и мы стали существовать. Мы дали преференции разработчикам программного обеспечения и IT-компаниям, компаниям, которые делают экспорт. И на сегодняшний день мы хотели тем самым предложить обществу и государству новый путь экономического развития, основанный на потенциале человеческих ресурсов, на инновациях, на технологиях. И мы говорим, что у нас нет нефти и газа, но у нас есть талантливые люди. У нас нет выхода к морю. Мы говорим, что интернет стал нашим океаном возможностей. И наш парк высоких технологий мы рассматриваем как виртуальный порт
на новом шелковом пути. И вот буквально через неделю у нас будет международная IT-конференция, посвященная данной теме. Мы пригласили всех наших ученых, это на базе университета славянского, и мы проводим вот такую конференцию. Мы хотели обсудить и рассказать о виртуальном порте на шелковом пути, об роли и значении IT, информационных технологий на экономику нашей страны и о Тазакоме. Вот. И мы думаем, что вот слоган виртуального порта на шелковом пути — это свободное перемещение идей, людей, технологий и инноваций. Мы хотим быть таким связующим портом, ну, сродни это вот аэропорт или там сухогрузные порты или морские порты, а вот мы хотим быть виртуальным портом, соединяя Восток и Запад. Наши программисты уже работают в данном направлении. У нас в 2014 году экспорт парка высоких технологий всего лишь составлял 80 миллионов сомов. Да? Сейчас в разы у нас вырос, ну, об этом попозже я скажу. Но у нас есть такие компании, которые, например, японские компании, которые нанимают наших разработчиков здесь и работают там на Европу и так далее, открывают колл-центры. Есть компании, которые работают на американские рынки для Силиконовой долины, создают здесь стартапы и так далее. Либо вот традиционно наша компания аутсорсингом занимается, оттуда заказывает. И, в общем-то, мы уже сейчас выполняем эту роль, вот, связываем Восток и Запад. И мы разговариваем на китайском языке, на японском языке, на корейском, на западных языках. Вот эта идея, которую мы могли бы дать глобальному рынку. И мы ее сейчас продвигаем, и наш президент эту идею озвучил. И мы, конечно, думаем, что мы сможем ее реализовать. Да, здесь действительно планы амбициозные. И вот хорошо вы затронули тему, да, то, что действительно, несмотря на то, что Кыргызстан обладает достаточно таким эффективным географическим местоположением, да, к сожалению, мы не можем похвастаться какой-то вот модерновой, да, там, скажем так, какими-то там транспортными инфраструктурой, да, морскими портами и так далее. Вот. Но само вот интернет-пространство, там нету границ, да? Вот. Поэтому вы теоретически допускаете, что Кыргызстан мог бы стать, скажем так, столицей, да, или центром, да, вот таким, скажем так, мировым хабом, да, в сфере IT. Я считаю, что наши вот программисты, они уже, ну, конечно, нас немножко мало, и мы такую цель амбициозную ставим к 2030 году создать 50 тысяч рабочих мест в парке высоких технологий и вовлечь молодежь в эту профессию, да, чтобы у нас парк высоких технологий обладает экстерриториальным режимом. То есть мы не в какой-то вот неопределенной границе, мы в границах всей Кыргызской республики можем работать в Лейлеке, в Баткене, в Аше, в Караколе, в Каракуле, там, в Кемине, в Бурулдае там, и так далее, в Нарыне. И мы можем работать хоть где в Кыргызстане. Мы не ограничены, да, какими-то зонами или границами. И в связи с этим я считаю, что наши ребята, они сейчас занимают нишу, да, в глобальном рынке аутсорсинга программного обеспечения, разработки программного обеспечения, интернета, интернет-услуг, контента. И уже сейчас есть хорошие такие отзывы, да, от клиентов, которые сейчас в Силиконовой долине, там, и в Японии и так далее. И вот нам необходимо нарастить. Мы хотим, чтобы нас стало больше. И сейчас у нас резкий рост вакансий мы ощущаем. Нам необходимы программисты. И вот сегодня, выступая, я также призываю нашу молодежь идти и учиться навыкам программирования. Вот вы учитесь в вузах и еще и так далее, но нужны навыки программирования. Можно за 1 год выучить программирование, любой язык программирования, не стать, ну, конечно, под менторством, потом пройти стажировку и стать высококлассным программистом. Сейчас у нас программисты в нашем парке высоких технологий приносят в экономику страны до 1 миллиона сомов в год. Вы представляете, это вот
Наши программисты берут там, снимают в аренду жилье, либо берут кредиты, покупают жилье, катаются на лыжах, пьют кофе и так далее. Для экономики это очень важно. И я считаю, что вот в будущем мы могли бы стать не только в мире найти свою нишу, наши так разработчики, они находят свою нишу, но и стать магнитом для многих талантов со всего мира. Сейчас вот популярная тема цифрового кочевника, да, там, Да. digital nomad, да, Да. люди приезжают, там, у них есть даже рейтинг. Наша, кстати, страна входит в этот рейтинг, и мы среди стран СНГ занимаем второе место по рейтингу Digital Nomad для удобства и комфорта для жизни и работы в цифровых каких-то технологиях. Ну вот я считаю, что вот таким комфортным местом мы должны стать, и я надеюсь, что к 30 году вот наша идея сбудется, и 50 тысяч разработчиков мы дадим рабочие места, и будем тем же самым привлекательным для всего глобального рынка, и особенно для стран шелкового пути. Да. А сейчас мы говорим, что шелковый путь, он не просто простирается с запада на восток, да, или там с севера на юг. Это цифровой, он опоясывает весь глобальный рынок, весь мир. Да. Да, вот отрадно слышать то, что сегодня, вот, например, IT-сектор, он готов предоставить и рабочие места, да, молодежи, но вот как бы ощущается некий даже дефицит кадров, да, которые как бы необходимо вот по прошествии определенного времени тоже преодолеть. Вот, и наверняка, вот, Азиз, вы как человек, который непосредственно знает о проблемах, да, IT-сектора, наверняка и таковые есть, да, в вашем секторе. Возможно, как вот вы оцениваете, да, вклад правительства, да, или, может быть, что должно сделать правительство, да, в целом государство, какие основы заложить, да, для того, чтобы вот обеспечить тот рост, да, о котором вот мы сейчас говорим? Вот мы создали парк высоких технологий совместно с правительством Кыргызской республики. Нас государство сильно поддержало, дало преференции, но мы сидели в тени, да? Многие наши компании работали там, в 4 стенах. Нам нужен был только интернет и все, да? И сейчас мы выходим из тени. Многие наши компании стали успешными компаниями. Рост создания рабочих мест, да? Многие компании подросли, то есть в разы, да? И мы, конечно, благодарны. И сегодня парк высоких технологий, в 2014 году это 80 миллионов сомов оборота был, в 2015 году 130 миллионов, в 2016 год мы закончили 241 миллион сомов. Вот было 3 компании, 7 компаний, сейчас это 30 компаний. Я извиняюсь, вот вы говорите о хороших вещах. Единственное, я хотел бы, чтобы зрители, да, они, вот коль уж мы заговорили о парке высоких технологий, не могли бы вы, прежде чем говорить о каких-то количественных показателях, дать вот так резюме, да, парка высоких технологий? Да. То есть, во-первых, с какой целью он образовывался, какие цели он в настоящее время преследует, является ли это неким таким кластерным, да, образованием, который необходим для того, чтобы консолидировать какие-то усилия. Да? Парк высоких, да, спасибо за вопрос. Парк высоких технологий, он был создан для того, чтобы компании вышли из тени. В общем-то, была простая очень задача. Вот мы, компании IT, которые традиционно занимались экспортом интеллектуального труда, аутсорсингом разработки программного обеспечения, мы собирали по миру заказы и делали их здесь, в Бишкеке. У нас такой даже девиз: жить в Кыргызстане, работать на весь мир. Такой выстраданный девиз. Мы хотим здесь жить, это наша родина, но понимаем, что нам нужно зарабатывать, выживать и так далее. Мы вышли на глобальный рынок и хотели легализовать наши возможности. Мы обратились к правительству, наша ассоциация двигала этот вопрос очень долгое время, и правительство пошло на услуги. Мы дали преференции, в общем-то, они касались IT-компаний и, самое главное, заработной платы сотрудников этих компаний. Мы дали 5% подоходный налог заработной платы, 12% социальное отчисление и пенсионные взносы, они составляют 12% со среднемесячной зарплаты по стране. И 1% с оборота компании в дирекцию парка высоких технологий для развития.
В общем-то, такие налоги, они дали возможность компаниям выйти из тени и работать в рамках парка высоких технологий. Вот, и мы с тех времен, в общем, 2014 год, 2015, 2016 год, вот 80 миллионов долларов, сомов, ну дай бог у нас и долларов тоже будет, 80 миллионов сом, 130 миллионов и 241. В основном экспорт вот эти годы был Казахстан и Россия. В основном. Были, конечно, зарубежные страны. И вы представляете, вот буквально первый квартал этого года у нас произошел перелом. Первое место по экспорту занимает Соединенные Штаты Америки. Наши программисты экспортируют интеллектуальный свой труд в Соединенные Штаты Америки. Это 36%. Второе место по экспорту парка высоких технологий занимает Ирландия, Европа, 26%. Если раньше был Казахстан и Россия, сейчас это Америка и Европа. Третье место Казахстан остается, 19%. Четвертое Япония, экспорт услуг. И пятое Великобритания, 3,2%, там немного. Также есть среди стран Китай, вот Гонконг, есть другие европейские страны, и даже вот Африка и так далее. Да. То есть это просто такая широкая география получилась благодаря вот такой вот совсем такой разноцветием разных компаний. Да? Да. Вы знаете, вот популярные вот наши есть предприниматели, которые работают в Ютубе. Они им платят прям YouTube, да? И они работают, это креативная работа, это связано с контентом, это тоже высокий интеллектуальный труд. Вот такие ребята у нас работают. Есть компании, которые работают в Силиконовой долине. То есть за все время существования парка высоких технологий мы сгенерировали более полумиллиарда сомов. 568 миллионов сомов мы сгенерировали, принесли. Если говорить это о компаниях, то на сегодняшний день это всего лишь 30 компаний. И совокупность 320 сотрудников всего лишь работает. Ну, это, конечно, мизер. Налоговыми отчислениями, социальный подоходный налог, мы в общей корзине мы государству сделали отчисление на 20 миллионов сомов за все это время. То есть это хоть и малые налоги, но раньше мы вот были в тени и ничего не платили, да, там интернет и все, и в общем-то. А сейчас вот 20 миллионов сомов мы за все время парка высоких технологий. И это, конечно, мы ставим перед собой большие задачи. Это создание, вот 350 человек сейчас работает в парке высоких технологий, этого, конечно, недостаточно. Мы должны, и вот сейчас резкий рост вакансий, мы хотим, чтобы у нас было больше 50 тысяч рабочих мест. К 2030 году мы ставим такую задачу. И наш девиз вот жить в Кыргызстане и работать на весь мир. Да? Мы хотим жить здесь. И вот такую задачу, как мы сделаем 50 тысяч разработчиков, возвращаясь к вашему первому вопросу, вот государство создало условия, мы показали результат. И при том, что мы 500 миллиарда сомов сгенерировали и 20 миллионов сомов заплатили государству в виде отчислений, мы ни одного тына не потратили республиканского бюджета на создание парка высоких технологий. Вы на самообеспечение, да, получается? Полностью. Единственное, мы благодарим наших доноров. Вот фонд Сороса нам помог в создании парка высоких технологий. Экспертная была очень большая поддержка от фонда Сороса. И до сих пор мы чувствуем, что доноры нам помогают, и государство идет. И мы от государства тоже не требуем каких-то. Вот достаточно, вот дайте нам условия, мы сами все сделаем. И вот именно поэтому с таким девизом. А сейчас у нас новая задача. Вот что нам необходимо, вы спрашиваете, от правительства и от государства, какая нам необходима поддержка. Сейчас только в единственном. Нам нужно сгенерировать 50 тысяч программистов по всей стране, чтобы доступ был к образованию. Мы рассматриваем сейчас профтехлицеи, профтехнаправления. Необходимо, чтобы профтехлицеи были задействованы, вот, подчинились идеям бизнеса и экономики. Нужно отдать профтехлицеи
бизнес-ассоциациям, чтобы они смогли, ну, мы лучше знаем, кто нам нужен. Вот здесь как раз вот я немножко перебью в том плане, что вы говорите о существующем кадровом потенциале, Да. да, который может делиться знаниями. Да. У меня вот в связи с этим назрело два вопроса. Во-первых, вот кто эти люди? Это программисты-самоучки или они где-то получали образование, например, в западных странах? Да. Это раз, да? И в случае, если вот мы достигнем вот тех целей, да, ну, то есть, если мы достигнем того формата, да, когда, например, в рамках профтехобразования специалисты будут делиться своими знаниями, например, со студентами, да, кто их будет обучать? Хватит ли у вас вот потенциала, да, для того, чтобы обеспечить все это дело в полном Мы объеме? с прошлого года начали очень хороший пилотный проект на базе 98-го лицея профтехобразования. Я считаю, он прошел успешно. Мы взяли методологию у Белорусского парка высоких технологий, у них есть IT-академия своя. Мы съездили, взяли методологию, изучали по всему миру израильский опыт и белорусский. Мы методологию переняли и его успешно реализовали. То есть за год интенсивного обучения можно подготовить программиста. И эти программисты, они, ну, там разные технологии, разные языки. В принципе, наш рынок всех программистов, любые языки он, как говорится, поглотит, да? Нам нужны разные технологии, разные. И, конечно, вы знаете, у нас есть ребята, которые с вузов приходят. Мы буквально там с 3-го, со 2-го, 4-го курса их забираем в наши компании, в нашу отрасль. И вузов, к сожалению, мало. И они, конечно, все, что нам дают, мы их все потребляем. Я хочу сказать, что вузы, конечно, тоже большую работу проводят, но этого мало. Нам нужен вот такой большой страновой эффект. Мы прошлого года этот пилотный проект на базе профтехлицей и сейчас убедились, что мы на верном пути. А вот законодательная база имеется под все вот эти ваши инициативы? Да, мы сейчас инициировали пилотный проект об образовании IT-образовательного кластера. Мы хотим, чтобы это был IT-образовательный кластер и дали больше свободы бизнесу принимать участие в именно профессиональных стандартов. Нам нужно уйти от образовательных стандартов именно профессиональных. Мы, бизнес, лучше всего знаем, кто нам нужен. Ни образование, ни Министерство образования, мы, бизнес, знаем, кто нам нужен. И мы хотим, чтобы вплоть до передачи в собственность эти профтехлицеи бизнес-отраслевым ассоциациям, мы готовим сейчас вот такую профтехобразовательную реформу. Мы хотим, чтобы вот подчинить это бизнесу и экономике, да? И в этом сейчас мы наши идеи эти продвигаем. Вот. Я надеюсь, что в скором будущем мы продвинем эти идеи и достучимся до каждого региона, чтобы люди не приезжали в Бишкек, а там получали образование и сразу выходили в интернет и сразу начинали работать и приносить пользу экономике и обществу. А дистанционное обучение тоже предусматривается? Да, ну, дистанционное обучение мы вот сейчас, кстати говоря, вот в интернете можно спокойно обучиться программированию, это там нету никаких преград, в Ютубе и в Википедии очень много материалов, много курсов разных, Coursera, разные академии и так далее. И мы считаем, что вот сейчас уже даже могут не ждать, вот, когда там появятся эти профтехлицеи и так далее. Вот сейчас взять и в интернете прям учиться навыку. Да? Вот я обращаюсь к молодым нашим коллегам. Вот прям берите интернет и учите. Вот. Ну, а мы хотим, чтобы вот профтехобразование заработало на экономику нашей страны. Вот наше такое чаяние. И мы вот сейчас эту идею будем, мы ее продвигаем. Это успешно прошла у нас IT-академия вот на базе профтехлицея 98-го. Мы довольны результатом. Буквально вот они еще месяц остался им до окончания этого годичного образования. Мы буквально вот 90-100% мы всех хотим взять к себе компании этих ребят. Но они, правда, сейчас готовятся к презентации своих выпускных работ. Они сейчас занимаются. Мы пригласим компании и будем смотреть, какие у них результаты. Но это вот такая ласточка. Было, конечно, сомнение вот за год, как это возможно. Но мы убрали все предметы общеобразовательные. И к нам убрали все вот эти
ненужные предметы, вот сделали только программирование, только навык. И к нам пришли, понимаете, 60% уже после вузов за навыками пришли к нам учиться, и это, конечно, большая победа. Я надеюсь, конечно, 50 человек, которые мы выпуск сейчас готовим, это вот первая ласточка. Мы надеемся, что они все трудоустроятся. Год они будут стажироваться под менторами, учиться дальше и так далее, и так далее. Мы им показали путь. Они сейчас будут самообразованием заниматься. И через год, я уверен, они будут уже в компаниях работать, которые будут приносить вот эти вот программисты нам миллион сомов экономику. То есть надо вот год обучить, год подождать, пока они там привыкнут к работе, да, и так далее, и уже потом в экономику будут. И это экспорт, это интеллектуальный труд, и это экспорт. Я думаю, что наши программисты и наша ассоциация, и парк высоких технологий делает большой вклад в развитие экономики нашей страны и экспортного потенциала. Вот, Азиз, и вот, может быть, мы вернемся вот к тому круглому столу, который вы обозначили, Да. Да? Вы планируете проведение мероприятия. Вот какой контент данного мероприятия и кто будут основными участниками, да? Мы пригласили, планируем? да, это международная научная практическая конференция информационных технологий как новый путь экономического развития. Да. Мы рассматриваем, и вот таким подлозунгом новая идея, виртуальный порт на новом шелковом пути. И мы хотим, вот девиз этого виртуального порта — свободное перемещение людей, идей, технологий, инноваций, креативности. И мы хотим обсудить, какие IT-решения, какие IT-задачи и идеи мы ставим. Вот у нас задача, в общем-то, несколько, да, вот это одна семья, один программист. Да? Жить в Кыргызстане, работать на весь мир. Интернет, чтобы высокоскоростной, качественный был в каждом доме. И вопросы виртуального пути, экспорта. И мы это все хотели обсудить. И мы пригласили научные круги, академические круги, бизнес, государство. Вот к такому диалогу. Да, Азиз, отрадно вот мне осознавать, да, то, что вот сегодня тот тренд, да, высоких технологий, да, который выбран со стороны руководителей государства, да, вот, бизнес достаточно эффективно подхватил, и сегодня вот будет действовать связки, да, для того, чтобы реализовывать вот все вот эти амбициозные планы. У нас немного по времени дефицит, вот, поэтому я думаю, мы можем сейчас какие-то итоги подвести, да, и вы вот сейчас можете либо посыл в сторону государства, да, какое-то пожелания какие-то, да, высказать. Я хотел вот от имени Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения услуг вот обратиться к нашим гражданам и к обществу, чтобы достичь цели 50 тысяч рабочих мест, которые парк высоких технологий ставит. И вот наша IT-академия, которая ставит цель 50 тысяч подготовки программистов и IT-специалистов, нужно, чтобы как минимум одна семья хотя бы вырастила одного программиста. И тогда и семья будет жить в достатке, и наше общество, и наш парк добьется цели 50 тысяч программистов. И эти 50 тысяч программистов будут нашим будущим, нашими будущими кормильцами. В общем, теми людьми, которые выведут Кыргызстан на другой уровень. И они будут очень комфортно чувствовать себя на глобальном рынке. Азиз, спасибо, что были сегодня с нами. Уважаемые зрители, надеемся, что наше очередное обсуждение IT-сектора было для вас интересным. Мы обязательно продолжим вещать передачи именно в этой сфере. Вот. До свидания. Спасибо за ваше внимание. До следующего четверга.